И в продолжении темы. Пережила войну, а в 95 лет стала жертвой ограбления. Незнакомцы ворвались в квартиру пожилой женщины под видом работников ЖЭКа, связали и ограбили ее. Но чувашским оперативникам удалось по горячим следам раскрыть это циничное преступление. Подробности в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД. Тот день 95-летняя жительница дома по Московскому проспекту до сих пор вспоминает с ужасом. Утром в ее квартире раздался звонок. Мужской голос за дверью ответил ей, что пришли проверить сантехнику. Дверь открыла, и 3 мужика ввалились вот сюда в комнату, и меня повалили на пол, руки вон все, снег. Руки, ноги завязали, здесь клеп. Я ничего не могу сделать. Нападавших было 4, 3 мужчин и 1 женщина. В квартире они обнаружили 50 тысяч рублей, но вскоре незваным гостям пришлось ретироваться. Их спугнули настойчивые звонки в дверь соседки, которая периодически навещала пенсионерку. После ухода злоумышленников потерпевшая смогла кое-как освободиться и позвонила в полицию. Этот факт сразу же был взят руководством МВД на личный контроль. На раскрытие преступления были брошены лучшие силы уголовного розыска. В дальнейшем ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, также благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и экспертов, удалось выйти сначала на одного преступника, установить, ну и потом установили место жительства соучастницы. В течение нескольких часов полицейским удалось установить личности всех подозреваемых и задержать их. В настоящее время 3 мужчин 28-43 лет и 37-летняя женщина арестованы. По предварительным данным, именно она узнала адрес одинокой пенсионерки. Позже потерпевшая вспомнила, что 2 из них, в том числе и женщина, уже ранее приходили к ней под видом работников газовой службы. Тогда после их ухода пропали деньги. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у подозреваемых обнаружены наркотики и около 15 тысяч рублей. Остальную сумму злоумышленники уже успели потратить. Я эти деньги ведь копила сколько лет на похороны. Я же старая, мне умирать скоро. Полицейские располагают информацией о причастности данных людей к совершению еще как минимум 1 подобного факта. Если вы стали жертвой их преступного посягательства, обращайтесь в полицию по номеру 02 или 020 сотового телефона.